Чем притягивает море? Глубиной своих секретов, переменчивым настроем, тихим шепотом волны. Оно притягивает, завораживает и покоряет. Море зовет к себе храбрых и стойких, и они откликаются. Российская империя всегда была мощной морской державой. Главной гордостью российского флота во все времена были не столько корабли, а люди, которые служили на этих кораблях. И эти люди посвящали и посвящают свою жизнь морю. Они живут в ритме моря и знают язык моря. Им море песни поет. Каждый мальчишка в детстве мечтает стать моряком, бороздить просторы морей и океанов. И этой мечте порой суждено сбыться, но для того, кто, несмотря ни на что, стремится к ней. Ярким примером самоотверженности и патриотизма стал ингушский парень, подводник Касиев Бейсултан Аюпович. Именно о его пути к своей мечте мы расскажем сегодня. У ингушского народа имеется довольно много представителей, посвятивших свой трудовой возраст военной профессии. Но подводником, капитаном второго ранга, который руководил боевыми подводными кораблями, участвовал в военных событиях мирового масштаба, в истории Ингушетии один – Касиев Бексултан Аюпович. Он родился 31 октября 1939 года в городе Орджоникидзе и проживал до выселения ингушей в 1944 году в селе Тарское. Он рос в обычной многодетной семье – 5 братьев и 3 сестры. В 1957 году он окончил среднюю школу Алексеевского района Сталинградской области Казахской ССР. А в марте 1959 года окончил Грозненский статистический техникум. Это были годы становления личности, это были годы учебы в школе. Он учился так же, как и большинство наших ребят тогдашних. У него была мечта о том, чтобы попасть в армию, о том, чтобы служить, о том, чтобы быть равными среди равных, для того, чтобы показывать, что ингуши такой же народ, как все остальные народы Советского Союза. И вот эта вот боль, с этой болью эти дети росли. И когда в 1957 году вернулись из Казахстана, то очень многие стремились попасть в армию. И то, что разрешили служить в армии, тогда для нашего народа было подарком. В детстве Бейсултан часто слышал о море и много читал о нем. Никогда его не видел, но был в него влюблен. После того, как Бейсултан получил среднее образование, он вскоре призван в срочную службу. В Назрановском военкомате из предложенных вариантов он выбрал службу в морском флоте. Он был безмерно рад этому событию, так как с детства мечтал о море. В армию Бейсултана провожали всем селом, тейпом, как принято по горским традициям. Верные друзья, родственники, все танцевали, играла гармонь. После недолгой подготовки уже в ноябре Бейсултан оказался в воинской части в городе Лиепа Краснознаменного Балтийского флота, а с июля 1960 по июль 1961 года проходил службу в воинской части Краснознаменного Северного флота, дислоцировавшейся в Мурманской области. Находясь на срочной службе в 1960 году, он с отличием окончил школу учебного отряда связи и получил специальность автоматчика-телемеханика. Служба только укрепила любовь кавказского юноши к морю и походной жизни. По рекомендациям командования в августе 1961 года он поступил в Высшее военно-морское училище радиотехники имени Попова. Тогда для поступления в такое престижное заведение проходил конкурс 12 человек на место. Учеба дается кавказскому парню легко. В изучении каждого предмета он подходит со всей ответственностью и с неподдельной любознательностью. Еще будучи студентом, во время учебы в военно-морское училище он успел проявить себя творчески, сняться в советском фильме про моряков. Вот, кстати, кадр из фильма. Вот здесь не видно, где они принимали высотки. Это, по-моему, Москва-Генуя.
Вот этот актер, он играл, это когда была Первая мировая война, войска Антанты, так называемые, вот в тот период они снимали в Ленинграде кадры из этого фильма, и вот в съемках фильма тоже участвовали. Фильм, название я сейчас не припомню, ну, где-то дома у меня записи есть. Я даже записал все, и фотографию для себя, значит, хранил. И гордо показывал всем, что вот мой брат в этом фильме играет одну, ну, второстепенная роль была, но тем не менее он там играл. Вскоре в августе 1966 года Бейсултан успешно оканчивает училище. В том же году он решается еще на один серьезный шаг в своей жизни – жениться. Все мы думали когда-то, вот и старшие говорили, я помню, и я помню, все думали, что Бейсулт служил столько времени в армии, учился и обязательно женится на русской и не приедет в Ингушетию. И вот когда он закончил училище, лейтенантом приехал домой, это было где-то 65-й год. Я в 5 классе, по-моему, учился тогда. Он когда приехал, и что он сказал? В первую очередь он сказал, что если мне жениться, я хочу жениться на ингушке, на своей национальности. И он, вот в память приходит такое его высказывание, что я хочу жениться на истинной ингушке. Не обязательно, чтобы у нее было там высшее образование, чтобы она там была учитель, педагог, там инженер, но она, чтобы знала чисто ингушский язык, ингушские обычаи, и чтобы мои дети знали тоже ингушский язык. Я помню, как женился Бейсултан. Даже я сам ездил тоже за невестой. Поскольку я его знаю, он был очень порядочным, грамотным и культурным человеком. Для родных и близких Бейсултан – это особая гордость. Он пользуется огромным уважением как у старших, так и у младшего поколения. Служит примером для своих братьев и сверстников. Его ценят и к нему прислушиваются. Что мне сразу вот вспоминается, обычно то, что тебе подарили, вот это бывает самое такое памятное. Я учился в 4 классе, он учился тогда в училище радиоэлектроники в Петродворце. Я ему написал письмо. Ну, пионер, малыш, написал письмо брату, племяннику, как бы. Вот так, вот я бы хотел бы быть тоже похожим на тебя. И он мне прислал посылку. В посылке была бескозырка, тельняшка и ремень. Основной вот подарок для меня это был морской ремень, значит, с кожаным ремешком и с якорем. Ну, естественно, я был первый парень у себя в школе, в деревне, везде. Я этим хвастался, радовался и был самый счастливый, наверное, ребенок моего времени. Все мне завидовали, все у меня спрашивали. Я с гордостью говорил, что мой брат учится там-то, там-то, значит. И когда мы говорили, что Бейсултан учится в радиоэлектронике, все удивлялись. Ну, для ингушей это было как-то непривычно. Там учиться в юридическом, медицинском, там, в другом вузе, а тут радиоэлектроника. Весть о приезде Бейсултана домой облетала родной край молниеносно. Его с радостью встречали близкие и друзья. По всем родственникам они приезжали, когда они вот летом обычно он приезжает. И мы, когда в детстве, так любили эту форму, морскую форму, вот это козырек, вот эта тельняшка, вот это все. Мы с такой гордостью их встречали. И после встречи, после как они побывали у нас, потом они разъезжали к себе домой, мы с гордостью, с детям, своим сверстникам рассказывали про него. Вот к нам вот такой офицер военно-морского флота приехал. Я помню, когда мы уже вот школу закончили учиться, он всегда приезжал, когда в отпуск, всегда проводил дома у нас с родителями. Никуда не старался ехать отдыхать, и это старался дома быть. Всех нас наставлял. Я помню, он всегда говорил, вот что запомнилось мне, всегда говорит, слушайтесь, говорит, отца и мать, никогда не делайте, чтобы им было больно, говорит. Но этим я вот сейчас могу понять, он хотел, не наносить им, чтобы они переживали какие-то моменты их жизни, говорит.
Он всегда говорил, они нас воспитали. Из рейса в рейс, будучи на атомной подводной лодке, он часто вспоминал своих родных и скучал по родной земле. Он любил свой народ, свой язык. Он, несмотря на то, что столько времени он на чужбине провел, чисто говорил на ингушском языке. Когда он приезжал в отпуск, приезжал на отдых, он всегда нас собирал, значит, любил с нами играться. Внимания нам очень много уделял. И вопросы его все были очень такие заумные, умные, значит, и нам интересно было с ним всегда. Как человек он был очень талантливый, умный, усидчивый, сильным характера человек был. И после окончания училища, уже лейтенантом, он начал служить во флоте. Бисултан Аюпович надолго связал свою судьбу с военно-морским флотом. Особенно тепло он вспоминал свою первую команду, которой ему привелось руководить совсем еще молодым человеком, радиотехническую службу боевой части 4, войсковой части под номером 1503. Это очень сложная работа именно быть командиром подводной лодки. Кроме того, что это автономные походы, когда в коллективе за долгое-долгое существование в очень узком кругу возникают не только какие-то военные ситуации, но и психологические какие-то моменты, которые нужно разруливать, которые нужно решать для того, чтобы вот этот в замкнутом пространстве люди жили именно в дружбе, в мире, как единая семья. И даже нам известно, и в семье бывают какие-то распри, чтобы не допускать этих распри. И если они происходят, эти все конфликты тушить, гасить, делать так, чтобы коллектив был боеспособным, чтобы он был всегда готов отразить натиск врага. Для этого нужно было умение не только военное, но и умение педагогическое, умение психологическое. И всеми этими знаниями, этими талантами обладал наш земляк. Он принимал участие в боевых действиях египетско-израильского конфликта. С марта по июль 1970 года Бисултан – командир боевой части 4, начальник РТС воинской части, помощник командира атомной подводной лодки. Он проходил службу на дизельных и атомных субмаринах, в том числе на атомных подводных ракетоносцах. Принимал участие в боевых и дальних походах, в том числе и в Атлантическом океане. Был ранен. Он дослужился до командира второго ранга, командиром подводной лодки дизельной был. И во время Карибского кризиса он находился в Средиземном море, значит, они 6 месяцев они провели там. И очень, он тонкости никогда не рассказывал, конечно, это была секретная информация, но так вот иногда они вот, когда старшие между собой разговаривали, я был маленький, и мне приходилось слушать это, мне было всегда его слушать интересно. Я его слушал, он говорит, да, говорит, мы не были уверены, что мы вернемся, говорит. Мы, говорит, уже все, говорит, кто в подводной лодке были, говорит, попрощались, говорит, с жизнью уже, думали, говорит, все, говорит, это уже последнее наше, значит, время, что мы живы. Карибский кризис, вам известно всем, да, что это был момент, который мог закончиться новой мировой войной. И то, что вот этот момент, он был удержан, так сказать, от перевала в военную ситуацию, это было во многом благодаря нашим военным силам. Прежде всего, это военно-морскому флоту. Холодная война, как ни странно, стала благом для нашего флота. Глобальная геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация между США и Советским Союзом стала огромным толчком к развитию.
Сверхдержавы наращивали военную мощь, в том числе и морскую. Профессионалы понимали и понимают сейчас, без сильного флота войну не выиграть. Потенциальные противники не жалели сил для совершенствования флота. Большая заочная битва развернулась под водой. Советские подводные лодки были намного мощнее, лучше вооружены. Они могли погружаться на большую глубину. Но у американских был свой козырь, их субмарина намного тише, поэтому они способны обнаружить врага намного раньше. Решением проблемы шумностью руководили прямо из ЦК. В результате на свет появились лодки проекта 971 «Щуки», которые по уровню скрытности превосходили лучшие американские аналоги. Вооруженные самонаводящимися торпедами и крылатыми ракетами, погружались до 600 метров и практически невидимы для американских противолодочных средств. До сих пор эти субмарины остаются грозным оружием, несмотря на то, что прошло много лет. Длительные походы под водой связаны с пребыванием в ограниченном пространстве подводной лодки, невероятно тяжелая служба по обеспечению стратегической безопасности страны. Все это позволяет считать моряков-подводников элитой флота. Есть фотографии, они здесь в нательных рубахах сидят, да, это в подводной лодке, то есть при кругосветке, при автономке им приходилось проходить много разных вод, то есть и теплые течения, и экваториальные воды. Допустим, в экваториальных водах там жара в отсеках на дизельной подлодке, если на атомных субмаринах там более комфортно сейчас условия, то на дизельных субмаринах, да, там до 50 градусов в отсеках доходила жара, а в дизельных отсеках, где стоят дизельные моторы, и до 90. И матросы, несмотря на это, несли вахту, выполняли задачу, да, тяжело, да. На дизельных стояли в то время, их называли такие кассеты, аппараты, они поглощали углекислый газ, выделяли кислород. Это как батарея. У нее ресурс, запас был где-то полгода. Обычно были когда боевые походы и по полгода не всплывали. Ну, 3-4 месяца под водой, дыша этими аппаратами, потому что на большее ресурсы кассеты не хватало. То есть условия на дизельных были более суровые, чем сейчас на современных атомных субмаринах. Из воспоминаний. В одном из автономных походов на лодку Кассиева прибыл отставной летчик морской авиации Криванчиков из Севастополя. Командование разрешило ему познакомиться с настоящей жизнью подводников для верного отображения ее в литературе, который, уйдя на пенсию, бывший кадровый военный, занялся профессионально. В походе, как всегда, было много сложных моментов, но один момент произвел на поэта неизгладимое впечатление. По необходимости лодка ушла на глубину 300 метров и замерла. Когда начали всплытие, субмарина отказалась повиноваться. Кислород был на исходе. Моряков могло спасти только чудо. На глубине 300 метров лодка замерла подводная. Он служил на этих дизельных, атомных подводных лодках, субмаринах. Вот один случай, такой эпизод был. Говорит, он проявил, говорит, хладнокровие, спокойствие. Под впечатлением от пережитого в этом походе Николай Криванчиков написал цикл стихов, посвятив несколько из них нашему земляку, близкому своему другу Бисултану Кассиеву. Вот строки одного из них. Мы чудом вылезли из могилы с другом-подводником Ингушом, и нам не страшны всей вселенной силы, пока мы вдвоем, пока мы живем. Летчик и подводник часто встречались на Кавказской земле. За многие годы дружба между Бисултаном и Николаем только укрепилась. Их вот эти встречи, есть поэма, цикл стихов его, посвященный этим именно братьям Кассиевым, посвященные сунжинским чайкам, нашим ребятам, ингушам, нашим гордым девушкам. Вот очень такая теплая дружба была между ними. Они поддерживали эти отношения. И много моментов было, которые можно до сих пор вспоминать и ценить ту дружбу, которую они между собой пронесли через эти годы. Стихотворение «Братья Кассиевы» Криванчиков писал. Им всем по душе раздолье и воля. Я в тереке видел сквозь звездный свет, как слушает песню о русском поле. Старший из братьев, Магомед. Не ждет меня здесь ни кинжал, ни выстрел, хоть братья хранят с грозных дедовских пор и верность обычаям гостеприимства, и верность
жестоким законам гор. Горы у нас одни и просторы, одно у нас чувство отчизны в крови. Я пью за ваши орлиные взоры, братья Кассиевы, братья мои. С июля 1970 по май 1976 года Бисултан Аюпович Кассиев был военным представителем Министерства обороны СССР в городе Ульяновске, а затем до августа 1985 года военным представителем Грузинской ССР в городе Тбилиси. И где бы ни служил наш земляк Кассиев Бисултан Аюпович, какую бы должность он ни занимал, главным для него было честное и добросовестное отношение к делу и к товарищам, работа на пределе сил и возможностей. И только лишь по состоянию здоровья, вот из-за этих долгих пребываний на подводной лодке, в автономных походах на подводной лодке, здоровье его немного пошатнулось, и из-за этого он, после того, как ему не разрешили плавать уже на подводной лодке, он ушел в командование. Он участвовал уже в таких организациях, руководящих организациях военно-морского флота, в том числе и в Тбилиси прожил долгое время, там находился он в штабе и руководил многими довольно опасными, довольно серьезными операциями. Сын Бексултана Ахмед Кассиев был совсем ребенком, но многое его в памяти осталось навечно. Ну вот когда он был военным представителем Министерства обороны в Тбилиси, Грузинской ССР, потому что я школу заканчивал в Тбилиси. Первый класс жил у дедушки, и первый класс я в Грозном закончил, а потом я уехал с отцом в Тбилиси и десятилетку заканчивал там. И часто, периодически приезжали его сослуживцы. Это были сослуживцы, которые с ним служили на Северном флоте, в основном северные регионы, тогда СССР. И все же стремились на Кавказ, и они совмещали как бы полезное с приятным. И вот их воспоминания, вот когда они сидели, вспоминали годы своей службы, отец никогда не любил распространяться на эту тему, в этом плане был очень скромный. И за него обычно говорили его друзья. И очень тепло они отзывались о тех годах службы, которые прошли вместе с ним, которые провели вместе с ним. Более 27 лет отдал наш земляк Кассиев военной службе. В 1985 году Бисултан Аюпович демобилизовался из рядов военно-морского флота по состоянию здоровья в звании капитана второго ранга с правом ношения военной формы. Он переехал в город Грозный на постоянное место жительства. Его знания и опыт оказались востребованы на гражданке. Ему сразу предложили работу на нескольких предприятиях. С сентября 1985 года по декабрь 1988 Кассиев работал заместителем директора Государственного комитета стандартов ЧАСР, главным государственным инспектором по надзору в сфере стандартизации и метрологии. Ничего невозможного нет, надо уповать на Всевышнего и идти к своей цели. Вот это была основная цель, такая стержень той жизни, которую он для себя выбрал и которую он постарался передать другим. Бисултан Аюпович постоянно учился и занимался научными изысканиями. Он окончил аспирантуру при Всесоюзном исследовательском институте метрологии в городе Ленинграде, защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата технических наук. Написал более 10 научных работ. Его жизненный путь отмечен государственными наградами, среди них медали. 20 лет победы в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 годы, 50 лет Вооруженных сил СССР, 60 лет Вооруженных сил СССР, за безупречную службу в Вооруженных силах СССР 3, 2 и 1 степени, ветеран Вооруженных сил. О своих отношениях с отцом сын Ахмед вспоминает с теплотой. Я могу сказать, что он был очень строгий по отношению вообще ко мне. Он был строгий. Если девочка, он позволял там как-то лелеять, полоскать. Я не помню, чтобы по отношению ко мне было такое. И несмотря на это, я чувствовал его заботу о себе. Последняя наша встреча была именно когда я был в армии. Я уже прослужил год, когда он приехал. И вот тогда я понял, что, как человек военный, наверное, он, я так думаю, и навел справки. И по моему внешнему виду он понял, как у меня идет служба, как я себя чувствую. Он это оценил, посмотрел. Я просто в его глазах прочитал некое такое благосклонность и одобрение
тому, что он увидел. И для меня это был самый высокий показатель для того, что я служу правильно. И вот эти наставления, он, сколько я помню, даже когда я в армию уходил, он мне говорил: никогда не забывай, что ты в первую очередь среди своего народа ты представитель своей фамилии, а среди других ты представитель своего народа. Не забывай это и всегда помни об этом. Вот это я для себя это запомнил на всю жизнь. 8 декабря 1988 года Бейсултан Аюпович Касиев ушел из жизни, совсем молодым. Ему было всего 49 лет. У него остались жена Лиза Даутовна, сын Ахмед и 2 дочери Марина и Мадина. Семья не только помнит своего отца, но и равняется на него. Он воспитал свою семью очень, он дал им образование, очень хорошая семья. Сын Ахмед инженер, значит, дочка Марина инженер, химик, технолог, нефтяной, закончили оба. Младшая дочь Мадина, она закончила медицинский, очень перспективный, хороший врач в Ростове, везде, где она училась и кандидатскую защищала. Вот, они успешно устроены и достойны своего отца. Любовь и верность жен помогают труженикам моря в их тяжелой работе. Жена нашего героя, Лиза Даутовна, скромная, немногословная женщина. На вопрос, трудно ли быть женой моряка, она с теплотой отвечает: как только поженились, он меня увез сюда, в Полярный. Потом Североморск, Мурманск, везде объездили. Нет, никакой тяжелой, ничего у меня не было. Я очень хорошо жила. Сам даже факт того, что у нас вот был такой подводник, человек-горец, который вырос практически в казахстанских степях, вернулся на Кавказские горы и никогда не видел море. Все-таки он был настолько влюблен в море, что он посвятил этому морю, посвятил военной службе всю свою жизнь. Сам этот факт должен быть известен, я считаю, каждому нашему молодому человеку. Та любовь, с которой к военной службе относились люди того поколения, мне кажется, очень важна для сегодняшнего нашего молодого поколения. Это любовь, которую они испытывали к своей родине, которую они с чувством ответственности защищали во всех моментах, мирных и военных. Эта любовь, она должна, и я думаю, что она будет вырастать, разрастаться в нашем народе, в наших новых поколениях. И мне кажется, что судьба и жизнь этого прекрасного человека, она является одним из лучших примеров для подражания сегодняшней молодежи. Однозначно можно сказать, что имя Бейсултана Касиева вошло в историю, и он поистине является сокровищем нации. Перевод народного хозяйства Советского Союза на рельсы интенсивного развития. Советский Союз подчеркнул твердую приверженность политике мирного сосуществования. Важнейшей заботой партии и государства всегда были и останутся. Советский Союз предложил до конца века.